Сегодня в России День памяти и скорби. Ровно 82 года назад началась Великая Отечественная война, самая кровопролитная и разрушительная в истории страны. 4 года шли ожесточенные бои. СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять. Практически на всех фронтах воевали более 21 тысячи ингушей. Более 6 тысяч наших земляков не вернулись с полей сражений. На мемориале памяти и славы в Насыркорте почтили память погибших участников Великой Отечественной войны и сотрудников правоохранительных органов. В Ингушетии эта дата связана с двумя трагическими событиями. Ровно 19 лет назад, в ночь с 21 на 22 июня, было совершено подлое нападение террористами на сотрудников правоохранительных органов. В ту ночь погибли около сотни человек, в том числе мирные жители. Больше сотни были ранены. Глава региона Махмуд Али Калиматов обратился к жителям. Проходят годы, но боль утраты не ослабевает. В ночь с 21 на 22 июня 2004 года Ингушетия приняла на себя страшный удар со стороны международных террористов. Эти бандиты выполняли волю сил враждебных нашей стране, став инструментом грязной и подлой политики врагов российского государства. Они и их спонсоры просчитались, думая, что Ингушетия слабое звено в борьбе с терроризмом. Несмотря на внезапность нападения, правоохранители и силовые структуры дали отпор преступникам. В результате кропотливой и системной работы бандитское подполье было ликвидировано. Никто из террористов не избежал справедливого возмездия. Президент страны Владимир Владимирович Путин в те дни первым поддержал Ингушетию, лично посетив республику. Говоря о задачах стражи правопорядка, он подчеркнул, что во все времена МВД по праву считалось ключевым звеном правоохранительной системы России. А сотрудники ведомства всегда были оплотом государственности, не жалея себя, защищали родину и граждан от внутренних угроз, участвовали в решении важнейших общенациональных задач. Республика выстояла в этом тяжелом испытании благодаря большой поддержке федерального центра. И в настоящее время мы вместе с другими регионами укрепляем свою экономику, развиваем социальный, культурный, политический потенциал Ингушетии. Достойные и храбрые представители Ингушетии в настоящее время доблестно выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции на Украине, обеспечивая безусловную безопасность Российской Федерации. Гибель сотен сотрудников МВД Ингушетии и других лиц, выполнявших свой служебный и гражданский долг, стала огромным потрясением для жителей Ингушетии. Мы помним их всех с безграничным уважением и благодарностью, как своих родных людей. Всем сердцем разделяем горечь невосполнимой потери с их родителями, братьями, сестрами, женами, детьми. Наши стражи правопорядка в те дни показали мужество и отвагу, пример верного служения родной республике и России. Сегодня и завтра непременно будем бережно хранить память об их подвиге, сильном характере, духовной и моральной стойкости. Вечная слава правоохранителям Ингушетии, отдавшим жизнь за мир, благополучие и процветание родной республики. Дал ахетом болб, дал геш толбен чарях, бир замостик, дал дякал юлцар.